Баке очень сенсационная новость пришла из Токио, где в матче 1/8 финала потерпел поражение чемпион мира, который является на сегодняшний день действующим чемпионом планеты Бигзат Нурдаулетов. Уступил он Имаму Хамаеву из Российской Федерации. Вот это поражение хотелось бы услышать из ваших уст. Да, знаешь, вот когда мы с тобой делали интервью перед боем, да, я говорил, что можно быть чемпионом мира, но не стать олимпийским чемпионом. Ну, если честно, я адресовал это Бигзату, я думал, что он как бы с тренером, если посмотрели бы интервью, они бы поняли, что надо сделать из этого выводы. Я видел до этого Бигзата, когда он в Санкт-Петербурге, где он, как говорится, боксировал с Хамаевым, да, и там он отбоксировал грамотно, вот, и хорошо. Но опять же, все почему-то одиночные удары. Тот российский боксер Хамаев, он постоянно только бьет одиночные удары. Почему Бигзат в этот момент не смог воспользоваться вот этой ситуацией, это, конечно, большой вопрос к нему и, конечно, к тренеру. Вот. Но получилось так, как было. И сейчас судить, говорить уже после драки, кулаками махать уже нету смысла. Поэтому в этот момент надо было какие-то сделать, осознать, где-то проработать. И был, конечно, видно, что Бигзат был, как говорится, уставшим. Не было свежести, острых ног не было. Вот это вот, и много чего сказал, застаивался после ударов и пропускал его удары. Тут бил просто одиночные удары, предсказуемые одиночные удары, которые не где-то нужно было, в эпизодах где-то это проявлялось, он делал, но в основном постоянно почему-то были вот эти вот непонятные удары, почему-то пропускал. Ну, видимо, не настроился психологически. Вот. Ну, надо было это все как бы все осознать. Я понимаю, что психологически давит давление зрителей, там, руководство, тренера, тренерский штаб. Ну, конечно, надо же выходить осознанно и понимать всю ситуацию, происходящую вокруг него самого. Ну, я думаю, Бигзата, он молодой, я думаю, все впереди, будет в дальнейшем, наверное, будет, скорее всего, боксировать уже осознанно, и, как говорится, это его первая Олимпиада. Думаю, будет все нормально, если будет тренироваться, а может, перейдет уже профессионалом. Ну, всему, как говорится, время все расставит по местам. Лично вы со своей позиции, что бы ему посоветовали, перейти в профессионалы или продолжить выступление в олимпийском боксе? Ну, если честно, конечно, боксировать надо дальше, завоевывать титул олимпийского чемпиона, а потом уже с хорошим гонораром переходить к профи. Чемпионский титул у него, чемпиона мира, есть. Вот, олимпийские игры тоже завоевать и с хорошим багажом переходить, чтобы у тебя нормальный был контракт, нормальные были перспективы в профессиональном боксе, а не так просто, как там перешел, непонятно. Ну, чемпион мира, чемпион мира. Если хорошая есть промоутерская компания, конечно, которая хороший предоставит контракт, почему и нет.